Черное море – это моя родина, и Крым – это моя родина, и Айпетри – это моя родина. Не будет Черного моря, не будет Крыма, не будет Айпетри, но для чего мне тогда жить? Эти слова принадлежат человеку, чья любовь к своей родине не имела границ. Султан еще в детстве, бегая по улочкам родной Алупки, по крыше дома, расположенного на склоне горы Айпетри, и подумать не мог, что в будущем мечта стать летчиком осуществится. Он не только станет управлять самолетиками, которые рисовал, но и будет защищать от врагов свою родину и свой народ. Амедхан Султан – славный сын крымско-татарского народа, бесстрашный летчик, отдавший 30 лет своей жизни небу. В годы войны, будучи практически 25-летним молодым человеком, он уже дважды Герой Советского Союза, позже гвардии майор, заслуженный летчик-испытатель СССР. Среди его наград 3 ордена Ленина, 4 ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны первой степени, орден Красной Звезды, орден Знака Почета и 6 медалей, лауреат Государственной и Сталинской премии. 603 боевых вылета, 150 воздушных боев, более чем полсотни сбитых фашистских самолетов. Освоено около 100 типов летательных аппаратов и 4237 часов в небе. Амедхан Султан входил в десятку лучших летчиков планеты, летчик от Бога. Так, за выдающиеся заслуги в мире авиации его именем подписана стела на авиасалоне в Ле-Бурже. Бюст легендарного летчика установлен в родной ему Алупке, а также в столице Дагестана, городе Махачкале. В честь 90-летия героя в 2010 году в городе Ярославле состоялось открытие его памятника. Именем Амедхан Султана названы улицы в Алупке, Волгограде, Жуковском, проспект в Махачкале, площадь и аэроклуб в Симферополе. Бюст героя установлен в Кировоградской высшей летной академии и в других городах. Жизненный путь легендарного летчика был сложным и тернистым. В годы войны это регулярные вылеты на бой с фашистскими бомбардировщиками, в мирное время испытания секретных летательных аппаратов в городе Жуковском, что представляет собой ежедневный адский труд с риском для жизни. В том числе создание условий невесомости на пилотируемом им самолете для первых советских космонавтов, преодоление сверхзвукового барьера и дозаправка самолетов в воздухе. Амедхан Султан, пройдя всю войну, хранил в сердце любовь к своему народу. Он активно принимал участие в национальном движении крымских татар. В письмах о возвращении своего народа в Крым, направленных в партийные и советские органы, его подпись стояла на первом месте. Бесстрашного героя крымского татарина не испугали возможные последствия его активной позиции. Люди расцветают и засыхают, как цветы в садах. Кто-то бесследно исчезает, а кто-то нет. В истории любого народа есть герои, чьи подвиги будут жить вечно. Пусть говорят, он жил во времена крымских ханов. Пусть говорят, он жил во времена Исмаила Гаспринского. Пусть говорят, он жил во времена Амедхана Султана. Каждый из них оставил свой след. Жизнь нашего героя – это целая эпоха. В ней героическая борьба и победа над фашизмом. В ней сила дружбы, патриотизма и любви к родине. Амедхан Султан – герой прошлого века, ее созидатель, ее творец. Его деяния стали страницами книг, передаваясь из поколения в поколение и навсегда останутся в истории своего народа. Сделанное им забвению не подлежит.